Триумфатор международного московского кинофестиваля режиссер Эдуард Новиков прилетел на родину. Кто встречал якутянина? Вопрос близок к завершению. В Чарапче запустили пилотный объект по очистке канализационных отходов. Как сейчас работает станция? Почтить память воинов. В Хандаге стартовала акция «Георгиевская ленточка». В эфире новости мы расскажем о самом главном. В студии Андрей Погорелов. Триумфатор международного московского кинофестиваля режиссер Эдуард Новиков сегодня прилетел в Якутск. Режиссера встретили коллектив Министерства культуры Республики и Сахафильма. Напомним, что якутская кинолента получила главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля. Фильм получил высокие оценки. Решение присудить создателям картины награду «Золотой святой Георгий» приняли члены почетного жюри во главе с итальянским продюсером Паоло Дель Брокко. Создатели надеются, что у фильма будет хорошая фестивальная судьба. В широкий прокат фильм выйдет осенью текущего года. Сегодня в 14 часов в Республиканском медиацентре команда, работавшая над картиной, проведет пресс-конференцию по итогам фестиваля. Других фестивалей, да, Сардана, Савина, промоутер, они дальше будут отправлять. Я в основном там 2-3 фильма посмотрел. Конечно, очень здорово снятые фильмы были. Я не думал, что наш фильм гран-при получит. Мы очень долго к этому шли. К этому шло несколько поколений кинопроизводителей, кинодеятелей нашего искусства. Это достижение всей нашей отрасли. Владимир Путин подписал указ о проведении Года театров в России в 2019-м. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин высказал предложение сделать следующий год в России годом театра. И президент поддержал это предложение. Правительству России поручено до 1 июня образовать оргкомитет и утвердить его состав. Кроме того, Кабмину поручено обеспечить разработку и утвердить план основных мероприятий. Отметим, что властям регионов также рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия. Ледоход на реке Лена, который начался в городе Усть-Кут Иркутской области, сейчас находится в Киренском районе. До границы Якутии еще 495 километров. Согласно предварительным прогнозам гидрологов, ледоход на Лене может достичь Якутии уже к 3-7 числам мая, что раньше среднегодовых значений на 3-4 суток. В пределах Ленского и Алекминского районов ледоход ожидается 7-12 мая, что на 4 суток раньше нормы. Ниже Алекминска и до Устья река вскроется на 3 суток раньше. В районе Якутска 14-16, Сангар 19-21 и Кюсюра в последних числах мая. В первой декаде мая на 3-4 суток раньше нормы ожидается вскрытие рек Алдан и Амга. В этом году время речников также пришло на 2 дня раньше, чем обычно. Им необходимо приложить максимум усилий для своевременного выхода флота. Запланированные рейсы. В Осетрово на причале Алроса-терминал стала под погрузку баржа МП-2577. Суда Ленского пароходства отправятся с топливом на Амгу, Вилю, Витим и Алдан. Из Осетрова в Пеледу, Ленск, Алекминск и Якутск отправятся теплоходы с контейнерами, техникой, строительными материалами, другими жизненно необходимыми грузами, которые доставят в северные районы. В этом году ЛОРП планирует перевезти более 1 300 000 тонн грузов. В Москве состоялся наблюдательный совет компании «Алроса» под председательством министра финансов России Антона Силуанова. Всего рассмотрели 21 вопрос. Так, предварительно утвержден годовой отчет компании за прошлый год. Даны рекомендации годовому общему собранию акционеров «Алроса» по распределению прибыли по результатам 2017 года, а также нераспределенные прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов. В наблюдательном совете приняла участие делегация из Якутии и руководитель региона. Егор Борисов отметил высокую важность прошедшего заседания и выделил его основные итоги. В последние десятилетия гранильная промышленность Российской Федерации испытывает определенные сложности и с учетом определенных, скажем, сложностей в законодательстве. С другой стороны, речь идет о тех организационных вопросах, которые мы в последние годы пытались решать, но они не доведены до завершения. Поэтому сегодня принято решение, все-таки непосредственно компания «Алроса» должна участвовать в этом. К другим темам. В Чурапчинском районе решение вопроса канализации близок к завершению. Фонд содействия реформированию ЖКХ России, республика и власти района совместными усилиями построили пилотный объект по очистке канализационных отходов. Как сейчас работает станция, в нашем сюжете.
Чурапча стала первым якутским селом, где построили современное очистное канализационное сооружение. Потребность в нем возникла из-за увеличения числа многоквартирных и благоустроенных индивидуальных домов. Современное канализационное сооружение сможет перерабатывать до 500 кубов фекалий в день. В данное время объем отходов в селе составляет 250 кубов. В связи с тем, что экологическая обстановка по Улусу, не только по Улусу, по республике, все это каждым годом усугубляется. Вода проходит несколько степеней очистки – механической, биологической, химической и ультрафиолетовой. При станции работает своя лаборатория, в ее задачи входит ежедневный мониторинг воды. Попадают канализационную насосную станцию через механическую решетку, где остаются мусор остается. А после этого сточные воды выбрасываются у нас в песколовку, где оседают тяжелые частицы. А после песколовки происходит обогащение кислородом в усреднителях. Строительство социально значимого объекта завершено в рекордно короткие сроки. В декабре 2016 года в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ из Якутии была направлена заявка на предоставление финансовой поддержки для модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения в селе Чурапча. Уже в январе 2017 года было получено одобрение этой заявки. В течение первого полугодия республика оформила полный пакет необходимой документации. Объект будет работать по концессионному соглашению нашем предприятии 10 лет. После 10 лет истечения срока будет принято решение дальше продлить концессионное соглашение или передать муниципальному образованию. Общая стоимость нового канализационно-очистного сооружения составляет 69 миллионов рублей. Из них 22 миллиона внесено фондом ЖКХ, а еще 22 миллиона рублей из республиканского бюджета, 11 из муниципального бюджета и более 13 миллионов рублей средства предприятия ООО «Джулур». Оборудование, часть оборудования импортная, часть оборудования российская. Автоматика полностью российское производство. Строительство очистного сооружения в Чурапче стало пилотом для Якутии. Учитывая положительный опыт, со временем подобные проекты будут и в других улусах республики. Яна Захарова, Роман Дмитриев, Анна Семенова, Чурапчинский улус. Между тем, на подготовку к следующему отопительному сезону потратят на 5 миллиардов рублей больше. Общий же объем средств составит почти 30 миллиардов рублей. Об этом стало известно на всероссийском совещании по итогам осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики. В Якутии к прошлому отопительному сезону подготовили более 1200 котельных, 2600 километров тепловых, 1150 километров водопроводных, почти 600 километров канализационных и 26 тысяч километров электрических сетей. Что касается завоза топлива, в этом году в навигацию планируется завести водным транспортом 630 тысяч тонн. Минприроды Якутии усилит рейды по выявлению браконьеров. В связи с приближением сезона охоты на водоплавающую дичь в эти дни проводят мероприятия по пресечению и предупреждению нарушений правил охоты. Госинспекторы Минприроды проводят ежедневные патрули совместно с представителями правоохранительных органов и общественными инспекторами охраны природы. Отметим, что участники рейда наделены правом проверять разрешительные документы, осматривать транспорт, личные вещи охотника, а также составлять протокол. В свою очередь, нарушения правил охоты влекут как административную, так и уголовную ответственность. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, члены семей погибших, умерших, инвалидов и участников Отечественной войны могут получить материальную помощь на проведение капитального ремонта жилых помещений в текущем году. Единовременная денежная выплата предоставляется на капитальный ремонт одного жилого помещения, в котором зарегистрирован ветеран. С 2014 по 2017 год на эти цели из республиканского бюджета было профинансировано более 80 миллионов рублей. Материальную помощь получили 520 ветеранов. Не за горами парад Великой Победы. Так в Хандыге стартовала акция «Георгиевская ленточка». Первыми к ней присоединились педагоги, учащиеся Хандыгской средней школы и работники здравоохранения Тампонского района. С подробностями Мария Винокурова. Когда-то ими награждали лучших солдат, отличившихся перед Родиной. В преддверии праздника Победы георгиевские ленточки раздают каждому, как возможность выказать уважение к подвигу народа. Учащиеся Хандыгской школы вышли на оживленные улицы, торговые точки, общественные организации, учреждения, банки. Жители принимали символические кусочки ткани с благодарностью и волнением. Победа, мир,
счастье, здоровье, главное. Понимаете? Свобода. Больше всего мне дорого то, что мой был отец на войне. И то, что он был на малой земле, воевал. Вот это мне очень дорого. Хандыкская средняя школа впервые приняла участие в акции. Вручать 25 сантиметров памяти в цветах дыма и пламени доверили активистам школы. Цель акции – почтить память воинов, подвиг тех, кто сражался за Родину. Все, конечно же, брали с радостью ленточки, и вся их радость нам передавалась, и, конечно же, создавалось предпраздничное настроение. В течение часа разошлись все 200 ленточек. Проведение таких акций не даст нашим детям забыть о подвиге, который совершили их деды и прадеды, о Великой Отечественной войне, о Великой Победе и, конечно, трагизме тех страшных лет. Параллельно георгиевские ленточки в количестве 200 штук раздали работники здравоохранения. Столько же вручат гимназисты. В этом году Хандыкская поселковая администрация выделила 600 георгиевских лент. Больше половины из них уже гордо носят и стар, и млад. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Далее о спорте. Рекордное количество участников. 37 команд принимают участие на Кубке города по футболу. Соревнования посвящены годовщине победы в Великой Отечественной войне и предстоящему чемпионату мира, который пройдет в 11 городах России. Первенство открывает сезон большого футбола. Первые игры прошли еще накануне. В турнире принимают участие команды Якутска, пригородов, а также таких районов, как Намский, Мигино-Кангаласский и Вилюйский. Этот чемпионат он славится тем, что первый мы вообще сегодня первый раз вышли на поле, тренировок пока не было еще. Ну, само поле, конечно, бегать очень много, совсем другое. В мини-футболе ты больше челночишь, а здесь надо бегать как спринтер, я не знаю. Легкоатлет из Якутии Сардана Трофимова примет участие в чемпионате и первенстве России среди юниоров по марафону. Соревнования стартуют сегодня в Волгограде. Якутянка будет защищать звание чемпиона России. Отметим, что предварительную заявку на участие в волгоградских соревнованиях для любителей бега на 42 километра 195 метров подали 80 спортсменов из 32 регионов страны. Трасса марафона с кругом 10 километров расположена вдоль реки Волга и пройдет по недавно отстроенной к чемпионату мира по футболу дороги. Забег начнется в 14:30 по якутскому времени. Таковы главные новости этого часа. Оставайтесь на нашем канале.